Здравствуйте! В эфире национального телеканала «Ингушетия» новости и коротко о главных событиях. Маяки дружбы в Ингушетии. В республике стартует волонтерский проект. Ингушетия – лидер в стране. В республике зафиксирована самая высокая продолжительность жизни и самый низкий уровень смертности. Сегодня Ангуш проведет свой очередной матч. Назрановцы будут играть против пятигорского Машука. Сегодня в регионе стартует федеральный волонтерский проект межнационального согласия «Маяки дружбы». Россия сближает 2018, который проходит в Ингушетии уже третий год подряд. Цель проекта – укрепить согласие между народами нашей страны и ее соседями. В ближайшую неделю группа добровольцев в Джайрасском районе присоединится к реконструкции башенного комплекса «Бишт». Особенность проекта заключается в необычном формате, сочетающем волонтерскую и блогерско-журналистскую деятельность по России и ближнему зарубежью. Он также содействует защите памятников культуры и развитию внутреннего туризма в стране. Минтруд предложил вывести деятельность самозанятых граждан из сферы регулирования трудового законодательства. Речь идет о таких видах работы, как репетиторство, уборка и уход за детьми. Как указали в ведомстве, эта деятельность часто ведется без соответствующего оформления отношений, где фактически отсутствует контроль за соблюдением трудового законодательства. В настоящее время законопроект находится на общественном обсуждении и проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Изменения могут коснуться только тех самозанятых граждан, которые не оформлялись как индивидуальные предприниматели. Значительную роль в обеспечении занятости населения играют крупные объекты, открываемые в республике, в частности, заводы. Их число за последние годы значительно возросло. Это и новые рабочие места, и налоговые поступления, осваивание конкурентных производств. Как раз из таких производство сухих строительных смесей. Оно развернулось в промышленной зоне Карабулака. Объем инвестиций в предприятие составил около 100 миллионов рублей. Слово Микаилу Тангиеву. Завод сухих смесей был официально открыт в апреле этого года. Здесь установлено самое современное высокопроизводительное оборудование, на котором выпускается очень востребованная в республике и за ее пределами продукция. В год предприятие выпускает около 45 тысяч тонн сухих смесей, а трудится здесь ежедневно около 30 рабочих. В их числе и Акраман Алиев. Работа не пыльная, говорит он, а главное преимущество – возможность трудиться в родном городе. وكارت وابيوش نفبرشك أجير سبادون إيش حماج أتبرجاتي عودتي رادش نيس بق واش عودتي شتبو بقصير هاي بو خسكيتر خلبو باس بال نقبو جي عماو جي مش هتك عماو جي أحد بس واش حلقة بو باوش إسبانسي السين بدو برح بابا زبو. На сегодняшний день компания «Технологии» и материалы выпускает не только клеевые, но и строительные смеси для штукатурки, шпаклевки и наливных полов. Весь процесс производства полностью регулируется оператором. Управление происходит с пульта управления оператора. Это просто обычный компьютер, но в нем установлена специальная программа, разработана именно под это предприятие, и происходит все управление. Здесь как бы у нас электрощитовая, автоматические шкафы управления. Все как бы производство начинается отсюда. Производство продукции проходит несколько этапов. Сперва цемент загружают в огромные резервуары с помощью пневмотранспорта. Далее песок перетекает в конвейер, где он не сушится. Затем проводится дозирование в автоматическом режиме. Точность этой процедуры впечатляет. На 1 тонну материала погрешность плюс-минус 5 килограмм. Следующий шаг – перемешивание ингредиентов, после чего начинается фасовка продукции. Фасовка также осуществляется в автоматическом режиме. Единственное, оператору нужно одеть мешок и просто следить за наполнением мешка, за весом мешка. Также вес отображается на индикации. И далее мешок уже попадает непосредственно на ленту и происходит укладка продукции. Местные власти подчеркивают, что открытие завода по производству сухих строительных смесей имеет огромное значение не только для города, но и всей республики в целом. Это новые рабочие места, налоговые поступления, общий престиж города. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы у нас открывались масштабные предприятия и привлечение инвестиционного капитала. Руководство предприятия не собирается останавливаться на достигнутом. В ближайших планах увеличить производство продукции до 90 тысяч тонн в год.
Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24. По данным Минздрава России, за прошедший год в Ингушетии зафиксирован самый низкий уровень смертности по стране – 4 случая на 1000 человек. Следом идут Чечня, Ямало-Ненецкий автономный округ, Дагестан и Ханты-Мансийский автономный округ, где уровень смертности в общем составил около 6 человек на 1000. Самые высокие показатели смертности оказались в Псковской, Новгородской, Тверской, Тульской и Ивановской областях. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что за 6 лет продолжительность жизни в стране выросла на 3 года и в среднем составила около 73 лет. Также он подчеркнул, что смертность за 6 лет снизилась на 7%. Закон о повышении пенсионного возраста для женщин до 63 лет и до 65 для мужчин – часть стартующих с 2019 года изменений в пенсионной системе, предложенные правительством. За их принятие в первом чтении 19 июля 2018 года уже проголосовало большинство депутатов Госдумы – 328 человек. Дальнейшая судьба законопроекта определится осенью 2018 года, когда начнется осенняя сессия Государственной Думы. Повышение пенсионного возраста предполагается осуществлять постепенно с 1 января 2019 года с равным шагом для женщин и мужчин ежегодно на 1 год. Таким образом, женщинам период трудоспособности будут поэтапно увеличивать с 50 до 63 лет в течение 8 лет. Для мужчин повышение пенсионного возраста с 60 до 65 лет завершится на 3 года раньше. Переходный период для них начнется в 2019 и завершится в 2023 году. Согласно предложенному правительством графику, повышение пенсионного возраста коснется всех граждан, кто на 1 января 2019 года еще не успеет оформить выход на пенсию по старому закону, которым на данный момент устанавливается возраст выхода на пенсию 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Ангушт Машук, болеем за наших. Игра уже сегодня. Назрановцы выйдут в поле против пятигорского Машука. В нашей команде много новичков. Футболисты усиленно готовились к ответственной игре, а последние их тренировки Тамерлан Хамхоев. Новый сезон профессиональной футбольной лиги впереди и новые вызовы. Цели поставлены, стратегия на сезон выработана. Остается самое сложное – выйти и сыграть каждый матч максимально сконцентрированными, одержав победу. Назрановский Ангушт очередную тренировку решил провести на стадионе школы-лицея. Подача в штрафную и удар с лета – навыки, которыми должны владеть все профессиональные футболисты. После таких ударов мяч в сетку ворот залетает очень эффектно. По итогам прошлого сезона команда и болельщики результатом не были удовлетворены. В новом футбольном календарном году игра будет гораздо зрелищнее. Ряды Ангушта пополнили очень хорошие футболисты, и их задача в каждом матче показывать свой максимум. Главный тренер команды уверен, новички в клубе заиграют. Есть новые футболисты у нас. Не то, что в перспективе они могут стать игроками основы, они уже сейчас, некоторые уже играют в составе, некоторые создают очень хорошую конкуренцию футболистам, которые сейчас на данный момент в составе играют. Разбившись на 2 команды, футболисты Ангушта сыграли в двустороннюю игру. Здесь важна концентрация и внимательный взгляд тренера следить за теми, кто не дорабатывает в отдельных моментах. Бека, быстрее пас играй, раз, доиграл, все, уходи. Уже 3 августа Ангушту предстоит сыграть с пятигорским Машуком. Задача победить, и в команде приложат для этого все усилия. Сборы прошли нормально, мы чувствуем себя хорошо. Предстоит играть с Машуком, с Пятигорской. Я думаю, мы порадуем своих болельщиков. Надеемся, что мы возьмем 3 очка. Я думаю, как минимум будет хороший, красивый футбол, я думаю, с их стороны, с нашей стороны. А насчет Пятигорска, что я могу сказать? Они сыграли 2 игры в этом сезоне, и они 2 игры выиграли. Прошлую игру назрановская команда провела на выезде с минимальным счетом, одолев Ставропольское «Динамо». Предстоящий матч станет первым для Ангушта в этом сезоне, который они сыграют на своем поле. В футбольном мире существует практика наказывать провинившиеся клубы матчем при пустых трибунах. Ангушт штрафным санкциям, к счастью, не подвергался, и болельщикам ничто не мешает прийти и поболеть за нашу команду. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24. С 11 по 17 августа в Назрановском доме культуры пройдет 3-й международный шахматный фестиваль «Башня Согласия». Турнир соберет порядка 200 участников из Китая, Испании, Калмыкии, Адыгеи, Москвы и Саратова. Соревнования будут проводиться по швейцарской системе в 9 туров в соответствии с действующими правилами ФИДЕ. В нем допускается участие детей до 13 лет и юношей и девушек до 19. В рамках фестиваля состоится детский шахматный турнир «Надежды Северного Кавказа». Участников, занявших призовые места в каждой категории, наградят дипломами, кубками
кубками и медалями соответствующих степеней, а также ценными призами. Основными наградами станут путевки на всероссийское соревнование «Первая лига», а главным событием мероприятия станет суперигра на башне, в рамках которой состоится встреча известных гроссмейстеров Эрнеста Инаркиева и Вэй И из Китая. Заключительная игра пройдет в одной из главных достопримечательностей Ингушетии – башне Согласия. Ну а все информационные выпуски и анонсы наших программ смотрите на официальных страницах в соцсетях: Facebook, Instagram, YouTube, Твиттере и ВКонтакте. Увидимся в 16 часов.